Всем приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас натуральный глэм, или же летний макияж, можно сказать, потому что я лично летом ношу такой макияж, где меньше темных цветов, потому что для меня ассоциация как визажисту осень и зима это более такие темные бургунди, то есть такие бордовые темные цвета, смоки айс каждый день. А вот летом мне хочется такое персиковое, розовое, вот такое вот яркое, нюдовое. И как бы меньше темных цветов, в общем говоря. Так что я подумала, я на выпускной, получается, на выпускной я уже вам показала несколько версий таких вечерних макияжей, да, уже, кстати говоря, если вы еще не знаете, я поставлю здесь плейлист, такой можете нажать, там, где у меня все видео, целая серия для выпускного. Так что, возможно, это будет полезным для девочек для выпускного, которые хотят сделать более такой натуральный макияж, не слишком много темного, а более такой свеженького макияжа. Свеженького, надеюсь, я правильно сказала. Так что вот, ребята, если вам интересно, как делать этот макияж, оставайтесь со мной. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться сейчас и, конечно же, поставить лайк. А вот теперь давайте приступим. Итак, я уже приготовила свое лицо, все по уходу за кожей, только остался SPF, то есть солнцезащитный крем. Для солнцезащитного крема я всегда использую вот это, называется Sunrise Mild Airy Finish. Бренд это корейский, летом особенно, даже вообще, всегда люблю носить солнцезащитные, потому что с тех пор, как я, как говорится, вылечила кожу от акне, мне просто требуется, иначе будет опять капец. А вот теперь начинается макияж. Макияж, конечно, начну с праймера, так как у нас это летний glowy натуральный макияж. Я начну со Smashbox, это Radiance with Hyaluronic Acid, примерно такой. Этот праймер поможет коже, чтобы светиться изнутри. Так что это идет под foundation. Этот праймер нужно наносить на щечки, там где нос, там где T-зона, на самые важные места в общем. Уже кожа светится от счастья. Так, дальше идет уже тональный крем. Я летом не люблю особо носить плотном покрытии тональный крем, так что я буду наносить более такой натуральный. А натуральный у меня всегда что? Это Becca. Becca называется Aqua Luminous Perfecting Foundation. Этот тональный крем в прошлом году мне очень понравился, так что обратно лето у нас, так что уже пора носить. Что круто в этой тоналке, она вот так прикручивается, она идет с пипеткой тут. Нужно хорошенько перемешать, чтобы там было все нормально. Так, дальше идет, я буду наносить примерно так. Вначале наношу пальцем, потом уже буду растушевывать кисточкой. Я тональный крем в основном нанесла вокруг глаз, получается, под глазами я специально не нанесла и не стала покрывать слишком там, где у меня типа прыщики. Там буду наносить консилер. Консилер, в который я влюблена в последнее время, это NARS. Я очень-очень обожаю этот консилер. Наношу его чуть-чуть под глазами. Не как обычно. На спинке носа. Под носом, конечно. И самые необходимые места. И растушевываем, конечно, кисточкой. Из-за того, что консилер немножко светлее, чем мой тональный крем, уже кажется намного красивее, потому что она, не знаю, делает такой эффект, как будто я уже проснулась, о, ты уже не сонная смотришься, не смотришься уставшей. В общем, я не знаю, какое слово здесь придумать. В общем, как будто бы ты уже живая, знаешь. Итак, следующий шаг, это, конечно же, скульптурирование. Мы будем использовать Pony Effect, называется Fortune, такой карандаш-крем. Я думаю, что карандаш-крем намного натуральнее смотрится, чем пудра, так что мы сегодня будем делать крем-контуринг. И мы не будем делать очень crazy contouring, но мы будем делать чуть-чуть только, чтобы сузить нос и немножко сделать лицо худее. Так, я просто беру пальцем, наношу там, где нужно. Когда я спешу, я всегда в основном так и делаю. Не церемонюсь, как говорится, кисточками. Здесь немножко добавлю сюда, чтобы лоб уже сделать. И все, то, что мне нужно было.
И не слишком на лице, только чуть-чуть, только цвет, в принципе. И что мне нравится в этом, она не слишком такая опасная для кожи. И не слишком такого плотного покрытия. Обычно любое средство, там, где плотное покрытие, прям шабеем, это обычно плохо для кожи. Так что мне нравится, что оно очень такое sheer, почти что не такой сильного пигмента, а меньше там пигмента. Но зато сделал свое чудо, как говорится, сузил мне лицо и сделал уже мой лоб. А остальное я буду делать румяной. Следующее, конечно, все нужно финишировать, но на этот раз не будем делать, как обычно, очень много, только чуть-чуть сверху, потому что летом нам слишком пудры немного не надо. Так что очень-очень мало. Берем так. И просто сверху наносим. Так, следующий шаг это, конечно же, румяна. Румяна это в последнее время мое любимое средство, которое, я не знаю, почти что каждый день ношу. И раньше вообще не носила румяна, почему я вообще не знаю. Но, как поняла, румяна мне идет очень даже. Так что, так, румяну нужно носить правильно. Это румяна называется Parley от Tarte. Эту румяну дали мне... Эту румяну мне дали на день рождения от Sephora. Если ты подписан на Rewards Program, на Beauty Insider, обычно они тебе дают на день рождения. Так, использую кисточку от Marc Jacobs, это такая офигенная кисточка для румяны. И улыбаемся и машем. Короче, улыбаемся и наносим на эти, получается, места. Это от яблочка на контуринг. И рассушевываю кисточкой. А чтобы дать немножечко свежести на лице, конечно, нам нужен хайлайтер. Без хайлайтера никак, ребята. Это, конечно, будет Nicole Guerrero хайлайтер от Anastasia Beverly Hills. А цвет будем использовать Glow Glitter. Это вот этот. Такой золотисто-красивый цвет. Как вы знаете, я обожаю хайлайтер. Наверняка вам покажется это слишком, так что здесь уже ваш выбор. Можете меньше делать и вообще не носить хайлайтер. Но я люблю хайлайтер и хочу побольше. Я такое чувство, когда именно наношу на щечки, как будто щечки становятся более пухлыми и более таким, не знаю. Так, следующий идет, конечно же, что? Это брови. Для бровей я буду использовать то же самое. Это у меня Brow Definer. Это от Anastasia Beverly Hills. Цвет называется Medium Brown. Здесь я, наверное, пропущу, потому что вы уже видели, как я это делала, так что сразу переходим на другой. Так, я брови уже сделала. Если вы не знаете, как я делаю брови, можете посмотреть мое предыдущее видео. Она будет где-то тут, я постараюсь сделать, так что вы можете посмотреть, как я делаю брови. Так что так, брови сделаны, теперь уже идут тени. Тени сегодня будем использовать очень мало, в основном будет это, наверное, 2 максимум цвета. И это будет первое, что. Я только что нанесла консилер на мои веки. Я должна просто пудрой обвести, чтобы было сухо. Так, примерно так. Сегодня будем использовать палетку Peach Palette от Too Faced. Там идеальные такие летние цвета, так что я буду сегодня использовать примерно вот эти персиковые, розовые цвета, как я люблю носить на лето. Первым будем наносить цвет Caramelized. Буду наносить это на внешний угол моих глаз. Наношу с внешнего угла вовнутрь. Следующий цвет это будет Georgia, это такой красивый розовый цвет. Наношу это в центр моих век. И тот же цвет наношу под глазами. Так, что дальше? Дальше я буду наносить карандаш для глаз, но я не буду наносить сверху моих глаз, я в основном буду акцентироваться под глазами, потому что я не хочу делать сверху, потому что, насколько я знаю, как только я накрашу что-то сверху моих век, это все уже кажется ненатуральным. Так что будем наносить карандаш под глазами. Карандаш у меня от Marc Jacobs. Я обожаю просто этот карандаш, потому что только он высохнет, он сразу становится таким водостойким, что еле как потом можно смыть. Так, сверху буду наносить этот фиолетовый цвет. А вот теперь уже идут тушь и, конечно же, накладные ресницы. Тушь сегодня будем использовать Marc Jacobs.
Вот такая разница между своими ресницами, когда наношу просто тушь. Не, в принципе, все мне говорят, зачем ты носишь накладные ресницы, но просто иногда, когда я делаю, как я обычно люблю делать макияж для глаз, я обычно делаю темный, а темные, получается, цвета всегда требуют длинные ресницы, иначе не то будет смотреться. Не то, что не то, просто как будто бы несимметрично. Тем более, как вы знаете, расстояние между бровями моими и моими глазами, в принципе, большая. Из-за этого мне иногда ресницы нужны, чтобы просто симметрично смотреться. Кстати говоря, я самое главное забыла, это, наверное, хайлайтер именно во внутреннем углу. Тот же хайлайтер, который я наносила там, где на лицо, наношу вот сюда. Это много чего меняет, ребята, вы не представляете. Я всегда клиентам говорю, ты будешь улыбаться, как будто бы, даже если ты не улыбаешься, но эти хайлайтеры во внутреннем углу тебя заставят улыбаться. Как бы будешь смотреться, как будто ты улыбаешься. Кажется, более счастливый, что ли. Так. И немножко наношу сюда тоже. Дальше идут ресницы накладные. Накладные ресницы это optional, по-английски optional, но по-русски его типа не обязательно это наносить, можно твой выбор, можешь, если у тебя ресницы сами длинные, так что нормально. Я, в принципе, могла бы вот так и закончить, получается, но, как вы знаете, я обожаю накладные ресницы, без них я просто жить не могу. Но я для вас выбрала Demi Lashes, Demi Wispies от Ardell, так что их, как говорится, они не такие длинные, но они дают тебе объем. Так что они, как бы, длиной ресниц, они подходят моими, но там будет казаться больше. Так, чтобы они казались более такими натуральными, я сверху нанесу тушь. Я обычно тушь не наношу на мои обычные Huda Beauty, обычно хорошего качества ресницы я не рискую наносить тушь сверху, а когда Wispies, которые более дешевые, можно нанести, потому что их не жалко, их я покупаю очень много, именно, смотрите, как их много, я уже их закончила, но можно вот это без проблем. Не знаю, тушь как будто их соединяет и кажется намного натурально. Дальше идет карандаш для губ. Карандаш для губ у меня от Marc Jacobs. Цвет называется Nude. Или же Nudist. Губы все-таки буду наносить что-то светлое. Это будет Soft Matte от NYX. Называется Афина. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравился этот макияж. Если вам понравился, обязательно поставьте лайк. Если вы попробуете такой макияж, обязательно меня тагните в инстаграме. Вы знаете мой инстаграм. Это собачка, Jumpkin, _Donuts. Тагните меня и покажите, как вы сделали этот макияж. Мне будет очень интересно. Я просто была бы счастлива. Все, ребята, мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока.